Друзья, с каждым годом на рынке появляется все больше и больше компаний по производству смартфонов и других разных гаджетов. Каждая из них хочет закрепиться на рынке, получить свою армию поклонников. В этом видео я расскажу вам про компанию, которая получила множество наград, получила признание потребителей, и все это ей удалось сделать всего за 1 год. Хочу вас спросить, а что вы знаете про такую компанию, как Realme? Вы, наверное, слышали, что это китайская компания по производству смартфонов под крылом BBK. Давайте вместе разберемся более подробно об этой молодой, быстрорастущей и перспективной компании. Первое упоминание о Realme приходится на 2010 год. Первая линейка смартфонов называлась Oppo Real. Тогда они относились к компании Oppo Electronics, принадлежащей материнской компании BBK Electronics. Но спустя годы бывший вице-президент, отвечающий за выход продукции на международные рынки бренда Oppo, Sky Lee, решил создать бренд, который соответствовал бы запросам молодых людей. В итоге официальным днем основания компании принято считать 4 мая 2018 года, что совпадает с Национальным днем молодежи в Китае, а также получило название Realme, которое переводится как «настоящий я». Многие, наверное, подумают, что это название созвучно с Redmi, но это только из особенностей английского языка. По-китайски название обоих брендов звучит абсолютно по-разному, составлены из разных иероглифов и несут разный смысл. Компании Realme потребовался всего лишь год, чтобы стать успешной, когда другие фирмы тратили на это годы. Для старта первых продаж была выбрана Индия. Первый выпущенный смартфон в Индии стал Realme One. Он был выпущен с логотипом Oppo и все еще использовал их оболочку Color OS. И на самом деле имел только две функции, которые выделяли его. Во-первых, это красивая задняя часть, которая была переработанным дизайном старых моделей телефонов Oppo. А во-вторых, очень хорошее соотношение цены и качества, которое максимально старалось соответствовать Xiaomi, так как лидером по продажам на тот момент была именно она. Oppo до сих пор не верила в этот эксперимент, что они также запустили на некоторых рынках точно такой же телефон под названием Oppo F7 Use. Это делалось для подстраховки на тот случай, если новый бренд Realme провалится в продажах. Начальная цена телефона была чуть меньше 10 тысяч рупий и чуть более 100 евро. Это стало огромным успехом среди индийских потребителей. И первая партия смартфонов была распродана на Amazon India за первые 2 минуты. Затем Realme продала больше 400 тысяч единиц за первые 2 месяца своего существования. Тем самым доказала, что они могут конкурировать с Xiaomi. Как мы уже говорили, у смартфона было две особенности. Первая – это процессор. В Realme был установлен MediaTek Helio P60, который был мощнее, чем у конкурентов в своем классе. А второе – это яркий дизайн. В остальном почти во всем он проигрывал конкурентам. Он был сделан из пластика вместо металла. У него была одна камера, а не две. И даже не было отпечатка пальца. Но процессор и дизайн оказались ключевыми в этом смартфоне, что встречалось в более дорогом сегменте. В конце 2018 года фирма продала в Индии 15 миллионов смартфонов. А уже в 2019 году Realme стала третьей после Xiaomi и Samsung на индийском рынке телефонов. Что интересно, в своем сегменте компания занимала 17% всего рынка и превзошла по продажам Oppo, к которой она изначально относилась. После успешного освоения индийского рынка смартфонов в мае 2019 года принято решение о начале продаж смартфонов на родине. Первыми смартфонами Поднебесной стали Realme X, Realme X Lite и Realme X Master Edition. 2019 год для компании был особенный. Она стала самым быстрорастущим брендом в мире. За год объем поставок вырос на сумасшедшие 800%. Realme вошла в 7 лидеров. А также к концу года, по данным исследования Cybermedia, Realme стала наиболее успешным молодым брендом, представленным на индийском рынке. В России эта молодая компания также появилась в 2019 году. И уже на август 2021 года Realme занимает 10% рынка с ростом в 5000% и сохранила позицию самого быстро растущего бренда на российском рынке. И если разобраться, у нас в России компания использовала точно такую же стратегию, как и в Индии. Взять, например, флагманскую модель Realme GT. Красивый дизайн и самый производительный процессор от Qualcomm Snapdragon 888 на конец 2021 года. Стоит отметить, что все сказанное ранее невероятно восхищает и хвалит команду Realme за все достижения, но нужно понимать, что это у них не получилось бы в одиночку. На самом деле, как и фирма OnePlus,
Realme извлекала огромную выгоду от компании Oppo, при этом использовала их ресурсы и даже собиралась на их заводах, так как все они относятся к BBK Electronics. Этим и объясняется большой объем выпускаемой продукции и такой быстрый рост молодого бренда. Девиз компании Dare to Leap, что можно перевести как «меняя стандарты». Это философия Realme. Все хотят хороший недорогой смартфон, поэтому гаджеты нового бренда позиционируются как молодежно, со стильным дизайном, имеющие отличный баланс между качеством и относительно доступной цены. Компания привлекает лучших специалистов. Например, логотип создали люди, которые занимались брендингом для Rolls-Royce и MasterCard. Также компания старается уделять внимание сервису. Например, в Китае есть услуга, с помощью которой можно починить телефон всего за 3 дня. А теперь давайте разберемся, почему же все-таки для начала была выбрана Индия, а не Китай. А все потому, что основатель Realme Sky Lee долго работал на международных рынках и решил, что Индия отличное место для старта. Во-первых, из-за высокой численности молодого населения, а во-вторых, из-за растущей индустрии смартфонов. Что касается Китая, рынок там очень сложный. Китайских производителей смартфонов очень много, поэтому компании потребовалось бы время, чтобы запуститься в этой стране. С какими трудностями Realme столкнулась на первых шагах? Первое – это нехватка кадров, так как компания расширялась очень быстро, а людей не хватало, которые бы обеспечивали этот рост. Как рассказывают сотрудники, бывало, когда приходишь в головной офис, и он был пустой, потому что все разъехались по разным странам. Вторая проблема – это рынок. Чтобы эффективно перейти на рынок той или иной страны, нужно знать ее культуру, интересы, понимать покупателей, а это не всегда бывает просто. Третья проблема – это сама продукция. Везде разные требования и запросы, которым нужно отвечать. Какая же все-таки целевая аудитория у компании? Как говорят они сами, это молодые люди от 16 до 35 лет. Они активные, открытые к новому опыту и впечатлениям. Молодежь – это драйвер для нас. Но наша продукция рассчитана на людей любых возрастов. Во многих источниках Realme часто называют угрозой Xiaomi. Возможно, это так и есть. Xiaomi в начале своего пути поддерживала похожую политику. Лучший вариант за свои деньги. Сейчас же Realme начинает действовать так же, и у них это хорошо получается. Сегодня компания Realme полностью отделилась от Oppo, выпускает телефоны со своей оболочки Realme UI, представляет технологический бренд, который специализируется на производстве смартфонов и умных устройств. Компания нацелена на устойчивый и долгосрочный рост с использованием передовых технологий и дизайна. На данный момент, начало 2022 года, Realme представлена на 27 рынках, включая Россию, Китай, Индию, страны Юго-Восточной Азии, Европы, Ближнего Востока и Африки. А на конец 2021 года на 13 рынках Realme вошел в топ-5, занял первое место на Филиппинах и в Бангладеш, стал третьим в России, четвертым в Индии и пятым в Европе. Вот такая получилась небольшая история про компанию Realme, ведь она молодая и существует совсем немного. Кто знает, может через пару лет с таким прогрессивным развитием она будет занимать первое место на рынке. Что вы думаете, друзья, о фирме Realme? Кто пользуется их продукцией? Пишите это в комментариях. Если понравилось видео, поставьте палец вверх и не забудьте подписаться. Всем пока, дальше больше.